Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Погибший урожай, разрушенные мосты и дороги. В республике подсчитывают ущерб от дождевого паводка. Просьба главным муниципалитетам оперативнее все делать, чтобы вы там не ушли где-то в ноябре, вы там не сможете делать. Ради Хабиров поручил оперативно приступить к восстановлению размытых водой объектов. Выше них только небо. Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» осваивают новую профессию. Занимаемся БГА, пайкой, чипы, процессоры меняем, если что-то сгорело, ремонтируем. В секретной мастерской по сборке беспилотников побывал Азат Садриев. Бесплатный проезд для школьников, страхование пассажиров такси и новый состав автомобильной аптечки. О новшествах сентября в итогах недели. В полку горожан прибыло. Движения они мягкие, намного, скоростные. К юбилею столицы обновляют парк электротранспорта. Артур Шамсудинов выяснил, что машины собраны в Уфе. Очи черные, жуть пламенны, и манят они страны дальние. Уфимская романтика осени. У нас прекрасный симфонический оркестр, прекрасный дирижер Дмитрий Крюков, который из оркестра выжимает все соки. И они прям действительно очень здорово играют. Музыкальный фестиваль собрал под открытым небом 65 тысяч ценителей классической музыки. В Башкортостане оценили ущерб аграриям от проливных дождей более чем в 1 миллиард рублей. Из-за переувлажнения почвы погибли сельхозкультуры на площади порядка 200 тысяч гектаров. В связи с этим глава республики Ради Хабиров подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Он действует на территории 50 районов и города Кумертау. Точная сумма убытков сейчас еще подсчитывается. По данным Минсельхоза, большая часть ущерба пришлась на зерновые и зернобобовые культуры. По данным экспертов, объявленный в регионе режим позволит помочь сельхозпроизводителям восстановить свои убытки и снизить потери. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил оперативно приступить к восстановлению поврежденных от дождевого паводка участков дорог. На эти цели республика направит 82 миллиона рублей. В результате подтоплений частично разрушены 22 моста и автомобильные дороги Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Ермекеевского и Учелинского районов. Было отмечено, что 6 объектов требуют реконструкции и капитального ремонта. Их планируют восстановить полностью в 2025 году. Просьба главным муниципалитетам оперативнее все делать, чтобы вы там не ушли где-то в ноябре, вы там не сможете делать. Чтобы за сентябрь, октябрь, скорее всего, октябрь получится конкурентные процедуры. Жаль, что у нас нет никаких возможностей как-то оперативно эти конкурентные процедуры. ЧС никто не объявлял, так? Хорошо, тогда в рабочем порядке проводим. Но главным хочу сказать, это ваша зона ответственности. Активнее работайте Минтрансом. Я все поручения дал. Деньги будут на это. Между тем, в Уфе уровень реки Белой достиг максимальных значений, поднявшись на более чем 1,5 метра выше показателей прошлого года. Сейчас уровень реки составляет 345 сантиметров над нулем гидропоста у монумента Дружбы. Для сравнения, год назад отметка была на уровне минус 165 сантиметров. По данным Управления гражданской защиты города, растет и протяженность перелива дороги к садам Казарес и Альбатрос в Демском районе. На сегодняшний день она увеличилась до 480 метров, глубина до 160 сантиметров. Из-за перелива дорогу огородили бетонными блоками. Проезд к садам запрещен. Спасатели продолжают проводить мониторинг паводковой обстановки. За помощью к ним пока никто не обращался. Очередная группа бойцов из республики уехала сегодня в зону проведения специальной военной операции после краткосрочного отпуска. Церемония централизованной отправки традиционно состоялась на площади перед Уфа-ареной. Военнослужащие приезжали на родину на 2 недели и уже снова готовы вернуться в строй.
За время отдыха успели повидаться с родными и близкими, решить бытовые вопросы. Побывка дома подзарядила солдат и подарила им положительные эмоции. Отпуск провели просто шикарно, так скажем, отдохнули, дела домашние, недомашние, так скажем, все вопросы решили. Все хорошо, все прекрасно. Конечно, Башкортостан – это родной край, свежий воздух, все свое, но служба ждет. Надо идти, едем с боевым духом. И в горы сходила, и купалась, ну, правда, в холодном источнике, но активно провела очень время и с детьми. Это все очень хорошо. Уезжаю с какими чувствами? Ну, так как все было нормально, все замечательно, активно, поэтому спокойно уезжаю туда служить, дальше продолжать службу. После торжественного построения, исполнения гимнов России и Башкортостана солдатам сказали напутственные слова. Выступили и представители религиозных конфессий. Хазрат провел коллективную молитву. Провожающие пожелали бойцам вернуться живыми и невредимыми. На передовую солдаты выехали организованно на автобусах, выделенных руководством региона. Полк Башкортостан на самом деле на хорошем счету у Министерства обороны. В нашей группировке с поставленными задачами выполняем. И, пользуясь случаем, хотел поблагодарить в первую очередь все население нашей многонациональной республики, лично главу республики Ради Фаридовича Хабирова за ту оказанную помощь, которую оказывают прямо постоянно нам. Бойцы мотострелкового полка Башкортостана осваивают новую профессию. По их инициативе подразделения появилась мастерская по ремонту и сборке беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, а также класс по обучению новых операторов ударных и разведывательных дронов. Именно такие специалисты сейчас востребованы на линии боевого соприкосновения для разведки и поражения вражеской техники. Среди подтвержденных целей уже имеются тяжелые танки и БМП западного и американского производства, артиллерийские установки. Наш военный корреспондент Азат Садреев побывал в секретной мастерской. Полностью наш аппарат, полностью вот мы его разработали, поставили дополнительные еще 4 двигателя. С виду обычный коптер немного большего размера традиционного FPV-дрона внесет свою лепту в небесном господстве. О задачах, которые будет выполнять это уникальное изделие, нам рассказали без камер. Но характеристики впечатляют. Создали его бойцы мотострелкового полка Башкортостан, которые на личном опыте на передовой поняли, каких беспилотников им сейчас не хватает. Кроме этого, ребята изучают трофейные квадрокоптеры, чтобы узнать их характеристики и слабые места. С передка парни нам приносят трофеи, отправляют, мы их здесь собираем вот на вот этом вот месте. То есть, например, вот эта вот птица, она трофейная. То есть тут что за это дрон такой? Это дрон FPV, то есть вид от первого лица, он же камикадзе, но он не отработал. Ну вот поменяли мы на нем двигатели, поставили новые двигатели, контроллер заменили. После чего птички улетают обратно, не пустыми. Туда запечатали гранату, расчековали ее. При прилете она, соответственно, открылась 3 секунды и салам алейкум. Каждый боец в этой мастерской знает свое дело. С детства увлекались компьютерами и электроникой, имеют техническое образование и опыт работы, в том числе в авиасфере. Поэтому с особым интересом они исследуют беспилотники недружественных стран. Если находят что-то интересное в программном обеспечении, перенимают опыт. Это система GPS, она подключается к Старлинку. И Баба-Яга летает по ночам и скидывает всякое нехорошее на наших ребят. Вот видно производство Япония. Вот здесь, не знаю, вам видно, не видно. Да, вот здесь у нас Канада, поставщик. Видно и серийные номера, и все. Это у нас от Бабы-Яги. На данном месте занимаемся БГА, пайкой, чипы, процессоры меняем, если что-то сгорело, ремонтируем. Парням с передка помогаем, антенны, всякие устройства наземные, станции, все это ремонтируется, все это обратно возвращается на работу. Астрал уже опытный боец и в работе с дронами повидал многое. Говорит, встречались беспилотники, в электронику которых были вшиты капсулы с ядовитыми веществами. Таким образом, противник пытается бороться с нашими инженерами и предупреждает однополчан, что с трофейными БПЛА тоже стоит вести себя аккуратно. Некоторые пихают взрывчатки,
для самоуничтожения. Есть дроны, которые можно 20 раз вот так вот переворачиваешь. И вот этот барометр начинает у него реагировать, он начинает подавать импульс, ток, и взрывается данный дрон. То есть аккуратно будьте. Это для своих ребят. В своей работе операторы отряда БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан» используют не только те беспилотники, которые предоставляет Минобороны России. Многие квадрокоптеры при личном содействии главы Башкортостана присылает республика в виде гуманитарной помощи. Последняя такая партия составила 50 FPV-дронов, не считая необходимой оргтехники. В скором времени привезут еще. Большое спасибо хочу сказать Радию Фаритовичу. Нам привезли новый ноутбук. Очень хороший для работы. Также нам привозили птички именно башкирского происхождения. Сборка башкирская полностью. Вы их даже башкирками так называете, да? Да, это у нас как получается башкирская сборка. То есть поэтому мы и называем их башкирками. Хороший в плане полета, то есть стойкий, удерживает высоту, все хорошо. Равновесие у него идеальное. Поэтому нам хотелось бы, чтобы республика больше помогала именно с привозом именно этих птичек. Присылайте, да, мы очень ждем. Спасибо большое. Каждый наш дрон на линии боевого соприкосновения – это спасенные жизни наших ребят. И мало беспилотников не бывает, учитывая, с каким энтузиазмом НАТО и другие недружественные страны снабжают Украину своими птичками. Но БПЛА без умелого оператора – просто квадрокоптер. В данной мастерской этот вопрос тоже решили. Так именно на этом симуляторе будущие операторы БПЛА учатся управлять дронами разных типов. С первого раза, конечно же, это мало у кого получается. У меня, в принципе, тоже не получилось. Я упал куда-то в поле. Однако после 3 недель упорных тренировок отсюда уже выходят подготовленные специалисты, которые выполняют все поставленные задачи уже непосредственно на линии боевого соприкосновения. С момента создания инженерного класса тут уже обучили 5 групп операторов БПЛА. Все они успели показать свою эффективность на передовой. Наши ученики, так скажем, наши товарищи боевые, они буквально на днях отработали по Абрамсу именно таким снарядом и отработали на отлично. Азат Садриев, Вадим Исламов, Иван Шабрин. Итоги недели. Краснолиманское направление. Луганская Народная Республика. В Ишимбае открылась обновленная площадь первооткрывателей башкирской нефти. События приурочили ко дню города. Ради Хабиров в ходе рабочей поездки поздравил жителей района с праздником и принял участие в ряде мероприятий. Площадь не единственный объект, который запустили после реконструкции. Об открытии других значимых проектов в Ишимбайском районе в материале Динары Тымасхановой. Вопреки традиции, семейная жизнь стартует не в ЗАГСе, а в городском парке. Эти букеты невесты запомнят надолго. Цветы из рук главы республики. Событие не рядовое. Центральная площадка города выбрана не случайно. Некогда заросший травой парк с фонтаном и памятником стал настоящим развлекательным комплексом под открытым небом. Открытие этого парка для нас очень-очень хорошая новость. Особенно для маленькой дочки, потому что здесь все комфортно, все удобства для наших детей создано. Мы установили 4 павильона. Один павильон продуктовый, другой для администрации и для охранников и хозяйственных нужд. Скамейку установили 60 штук, электричество, видеонаблюдение. А еще обустроили амфитеатр со сценой, обновили фонтан, появились детские и спортивные площадки. Парк Матросова стал местом отдыха для жителей разных возрастов и предпочтений. Парк как будто расширился, границ нет. Очень интересно. Думаю, и детям всем понравится, и молодые семьи будут гулять. Очень красиво. А вы? Обязательно, конечно, с внуками буду приходить. Вообще все шикарно. Но остается сказать и гостям, и местным, чтобы берегли.
Вот это основное. Работы начались в мае прошлого года. Жители ждали открытия парка, по факту не нового. Но потому, как он изменился, можно сказать, что площадь обрела вторую жизнь. Ради Хабиров вспомнил, что ходил в парк на дискотеку. Глава республики тоже помнит его другим. И этот парк был на самом деле потом с серьезным запустением. И люди, да, в принципе, боялись сюда заходить как какой-то. Здравствуйте. Поэтому, вот, на мой взгляд, неплохо получилось. Здесь даже две программы, насколько я знаю. И нацпроект, и формирование городской среды. И КГС, и внебюджетные средства. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и победитель, самый главный конкурс, с этого и началось. Они победили в федеральном конкурсе и удалось. Здравствуйте. Вам нравится? Очень нравится. В День города жителям Ишимбая приготовили еще один подарок. На площади первооткрывателей башкирской нефти была проведена полная реконструкция. Это центральная улица в городе и любимое место прогулок горожан. Жители Ишимбая своих земляков с праздником поздравил Ради Хабиров. Эта площадь, это место, когда мы были совсем юными, где мы играли, где мы назначали встречи, где всегда проводили самые главные городские мероприятия. Сегодня на этой площади собрались наши дорогие ветераны. Я с огромным уважением и любовью хочу поблагодарить их за их труд, за то, что они нам передали эстафету трудовую и создали все богатства, которыми мы располагаем. Сегодня на площади находятся и те, кто сегодня работает, созидает и двигает, и динамично развивает Ишимбай. Спасибо вам за ваш труд. Сегодня на этой площади очень много молодежи, которая с верой, надеждой смотрит на будущее свое и будущее родного города. А еще на этой площади собрались родные и близкие наших парней, которые защищают нашу страну на специальной военной операции. И еще на этой площади, вот здесь вот передо мной, находятся и сидят мамы наших парней, которые погибли, защищая нас. Давайте мы их поприветствуем. Спасибо вам большое, и мы всегда будем помнить о ваших сыновьях. Были модернизированы инженерные сети, заменены асфальт и тротуарная плитка. Установлен амфитеатр, обустроены зоны отдыха со скамейками, качелями и навесами. Установлена большая современная детская площадка. Восстановительные работы были выполнены при поддержке Башнефти в рамках соглашения о сотрудничестве между Роснефтью и Республикой Башкортостан. Ишимбай переживал самые сложные периоды и были депрессивные периоды. Башнефть нас не бросает, она всегда с нами. И вот то, что здесь мы видим, это благодаря нашей родной, нашей башкирской нефтяной компании. Спасибо за это. Главный символ города Ишимбая и нефтедобывающей промышленности республики. Монумент первооткрывателям башкирской нефти. Он был установлен на площади в 1969 году и представляет собой гранитного геолога, добывающего черное золото. Со временем памятник утратил свой первозданный вид, и в рамках реконструкции не обошли вниманием и его. Ради Хабиров прогулялся по обновленной площади, пообщался с жителями и сфотографировался с молодежью. Ознакомился с выставкой фотографий жен и матерей участников СВО, а также с работами волонтеров. Ваше, да? Это все наше. Сами вот дроны собираем. Школьники под руководством кураторов собирают дроны. Первая партия в ближайшее время отправится на передовую. Водитель пожарной части Саранова, Госкомитета Турции, по ситуации. Также в родной деревне Радия Хабирова открыли долгожданную пожарную часть. Спасателям, выполняющим самоотверженно свою работу, были вручены награды. Мы в свое время с селянами, вот, земляками договорились, что здесь, наверное, было бы неплохо поставить пожарное депо, которое будет обеспечивать пожарную безопасность 6 населенных пунктов. Это порядка 5000 человек, которые здесь живут. И мы вот в этом году ее построили. И, по-моему, неплохо получилось. Я хотел сегодня, прежде всего, поблагодарить уже сотрудников Госкомитета, которые уже все эти годы во временном сооружении выполняли свои обязанности, тушили пожары, ликвидировали чрезвычайные ситуации. И вообще в целом были опорой для деревни, для Ишимбайского района.
Современные условия были необходимы. Спасатели обслуживают более 5000 населения, 32 соцобъекта, столовая, учебный класс, спальные места для отдыха сотрудников и, конечно, новые средства для тушения пожаров. И пусть им обычно желают сухих рукавов, вода все равно должна быть поблизости. Раньше у нас не было оборудования для заправки баллонов, также не было в столовой, даже не было, отдельных кабинетов не было, условий не было. Теперь у нас все условия. К слову, эксперты отмечают, что населенные пункты региона за последние годы резко изменились. Именно в положительную сторону. Это результат системной работы, которая была обозначена в числе ключевых руководителем региона. И речь не только о городах, но и селах, куда пришли многие проекты и программы благоустройства и социокультурного развития. Увидели два важных общественных пространства в Ишимбае. Это площадь первооткрывателя башкирской нефти и Центральный парк этого города, важного для Ради Хабирова, понятно, но такими же преображенными общественными пространствами могут похвастаться и в Бирске, и в Белебее, и в Стерлитамаке, не только в Уфе, но и в десятках наших городов и сел Башкортостана. Это такие черты Башкортостана 3.0, преображенные, перезагруженные, переосмысленные, а где-то и вновь созданные общественные пространства, где приятно находиться, есть где быть и есть где жить. Большой вклад в развитие республики оказывает Ради Фаритович. Почему? Потому что за несколько лет, помимо больших городов и малых, очень много было преобразовано открытых пространств в селах. Вот эта системная работа, выстроенная и с поселками, и с малыми городами, и с большими городами, она четко прослеживается на протяжении уже нескольких лет. Это, конечно же, ведет к преобразованию вообще всей республики в целом. Я верю, как урбанист, что это будет продолжаться и в будущем, и дальше. Развитие невозможно без новых инвестпроектов. За прошедшие 4 года особая экономическая зона «Алга», расположенная на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, стала узнаваемым брендом республики. По итогам прошлого года победила в номинации импортозамещения национального рейтинга. О результатах работы Ради Хабиров рассказал на выездном заседании наблюдательного совета, который также прошел в ходе его рабочей поездки. Сейчас в «Алге» 22 резидента. Это не только крупные производства, многомиллиардные вложения. Главное – это рабочие места, как для местных жителей, так и близлежащих районов. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галлямов, Игорь Иванов. Итоги недели. Возвращение серебряной медали в школу, страхование пассажиров такси и новый состав автомобильной аптечки. В сентябре в силу вступят новые законы, которые повлияют на жизнь россиян. А в Башкортостане школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом подробнее расскажет Эмиль Басареев. В Трудовом кодексе страны закрепляется право работающих инвалидов на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Ранее это правило действовало только на основании Закона о социальной защите инвалидов. С 1 сентября владельцы такси теперь будут обязаны заключать договоры страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. А вот водители с непогашенной или не снятой судимостью за тяжкие преступления, а также злостных неплательщиков штрафов лишат права управления такси. Изменится и состав автомобильной аптечки. Теперь там обязательно должны быть и медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательные одеяла и 2 вида ножниц для перевязки и хирургические. Со старым комплектом аптечек можно будет ездить до сентября 2027 года. В Башкортостане школьники из многодетных семей с 1 сентября теперь смогут ездить бесплатно на общественном городском транспорте. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Дети смогут пользоваться такой льготой на протяжении всего учебного года, за исключением праздничных и выходных дней, а также каникул. В школы страны вернется серебряная медаль. Ее будут вручать выпускникам школы, у кого в аттестате не более 2 четверок, а остальные 5. Она будет играть роль, когда у абитуриентов будет одинаковое количество баллов. В этом случае предпочтение будет отдаваться медалистам. А вот телефонами во время уроков теперь пользоваться нельзя. Запрет распространяется и на умные часы, в которых есть сим-карта. Разумеется, что телефоном можно будет пользоваться в экстренных случаях и на переменах.
Учащиеся вновь будут посещать уроки труда. В начальной школе на это будет отводиться 1 час в неделю, в средней 2. К направлениям кулинария, кройка и шитье, столярное дело добавятся в зависимости от каждого региона животноводство, растениеводство, автоматизированные системы. Также появится семьеведение, а вместо ОБЖ будет предмет основы безопасности и защита Родины, где научат оказывать первую помощь. А старшеклассники будут проходить тактическую, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку. Ипотечную квартиру продать будет проще. Граждане с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге, без суда и торгов. Главное – обратиться в банк до того, как он подаст в суд на заемщика. Срок продажи ипотечного жилья 4 месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон. Операторы связи теперь не смогут менять тарифные планы в одностороннем порядке. С 1 сентября вступят в силу новые правила оказания услуг телефонной связи. Чтобы сменить тариф, теперь нужно согласие клиента. Новые правила будут действовать 6 лет. Полку горожан прибыло. Уфимский парк электротранспорта пополнили сразу 10 новых троллейбусов. Ключи от них водителям вручил Ради Хабиров. Оформление техники посвящено юбилею столицы. Троллейбусы марки «Горожанин» комфортные, вместительные и с приятным дизайном. Что немаловажно, машины производят в Уфе. Подробности расскажет Артур Шамсудинов. До 90 пассажиров вмещает общая вместимость с учетом стоячих пассажиров. Требования все современные выполняет машина. Машина стандартная. Система навигации, климат-контроль, видеонаблюдение – вот только часть из того, что выделяет новые троллейбусы. В отличие от старых моделей, эти не привязаны к линиям контактной сети и могут, например, объехать препятствия благодаря аккумуляторам. Батареи позволяют преодолевать до 30 километров на автономном ходе. В эти предюбилейные дни мы буквально в конце этого месяца будем праздновать 450-летие Уфы. И мы делаем очередной подарок. На улицу Уфы выйдут вот эти замечательные машины. Мы 15 таких троллейбусов уже передали Уфе. И, насколько я знаю, и водители, и люди отзываются как об очень качественной, хорошей, рабочей такой лошадке. Ну и внешне они очень красивые. Поэтому очень надеемся, что и вам, уважаемые водители, будет хорошо работать. И, конечно, это будет приятно нашим жителям. Уж для кого? Для водителей новые троллейбусы действительно настоящий подарок. Старый троллейбус был, намного старый, который контакторный называется, а это электроника, очень даже хорошая. Движения они мягкие намного, скоростные. В беседе с главой республики мэр Уфы пообещал, что с 1 января водителям электротранспорта повысят зарплату. Решение уже принято. Так же, как рассказали в столичной администрации, новые троллейбусы выйдут на самые востребованные у жителей маршруты 13 и 16. Одна из особенностей троллейбусов – это их дизайн. Он посвящен юбилею столицы. Если хорошо присмотреться, то вот на таком узоре можно увидеть название города, написанное на 3 разных языках – русском, башкирском и английском. Зеленый цвет тоже выбран не случайно. В первую очередь, чтобы троллейбусы выделялись на фоне остального городского транспорта. Важная особенность – машины произведены в Башкортостане совместно с белорусскими коллегами. Кузова троллейбуса «Горожанин» поставляет Минский автозавод. Остальное собирают в Уфе преимущественно из российских комплектующих. К процессу сборки подключают многие республиканские компании. Выпуск востребованных моделей электротранспорта позволил уфимскому заводу получить крупные контракты на поставку троллейбусов в другие регионы. Например, Чебоксары, Новосибирск, Пензу. Совместно с заводом прорабатываем и другие варианты еще более современных, более вместительных машин. Вот на сегодняшний день, разработана машина такая, она удлиненная, вместимость у нее гораздо больше. Вот у нас появилась идея, чтобы запустить такой вот скоростной маршрут по проспекту Октября. Обновление парка электротранспорта будет проходить на постоянной основе. Речь не только о троллейбусах. За счет регионального бюджета власти намерены приводить в порядок трамвайные пути и обновлять подвижной состав. Из Москвы, например, в распоряжение Уфимского депо уже поступили хорошие единицы этого вида транспорта, которые в ближайшее время поставят на рельсы. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Родион Матвеев. Новости. Уфа. Не только насладиться красотой архитектуры, но и узнать интересные детали об истории старинных зданий столицы. В Уфе организовали экскурсию, посвященную 450-летию столицы республики.
В маршруте были объекты, спроектированные в разные годы специалистами проектного института. Это ГКЗ «Башкортостан», Уфимский дворец спорта и даже здание, где в советское время размещалось КГБ. Об интересных фактах, которые скрывает уфимская архитектура, расскажет Руслан Батыргареев. Мы стартуем с офиса нашего института, с Ленина, проезжаем мимо Курултая, Госсобрания. Это тоже здание, которое проектировали наши сотрудники. Порядка 80 человек на 2 экскурсионных автобусах отправляются в культурную прогулку по Уфе. В маршруте 8 архитектурных объектов, которые предстоит не просто увидеть, но и узнать немного об их истории. Обратите внимание, вот мы вышли с вами на улицу Центральную, да, тогда она называлась именно так, сейчас это улица Ленина. Одно из самых красивых с точки зрения архитектуры зданий на улице Ленина – Башкирский театр оперы и балета. Фасад, выходящий на улицу Ленина, имеет западноевропейский стиль, со стороны Пушкина – восточный. Изначально здание было открыто как Аксаковский народный дом в начале 20 века в память о великом писателе Сергее Аксакове, который родился в нашем городе. Открыто его сыном Григорием, который стал губернатором Уфы. И действительно здание было построено для того, чтобы каждый, кто занимался творчеством, мог воплощать там его. Да? Кто писал, мог прийти порисовать картины, кто танцевал, порепетировать. Построенный в начале 20 века памятник истории в 1985 году реконструировали. Архитектором тогда выступал сотрудник научно-исследовательского и проектного института Михаил Мазин. Он же чуть позже проектировал здание Госсобрания Республики. В основе была идея, подсмотренная в Болгарии первым секретарем обкома КПСС Митхатом Шакировым. Сначала в этом здании располагался Республиканский общественно-политический центр. Сегодня это место, где принимаются законы республики. Дефицитные стройматериалы для возведения этого здания доставляли со всего Советского Союза: гранит из Карелии, мрамор из Узбекистана, дерево, алюминиевые оконные конструкции, кирпич из Москвы. Постройка олицетворяла фундаментальность страны и государственную важность учреждения. Возведенное в 1985 году здание предназначалось для КГБ. Сегодня в этих кабинетах также сидят сотрудники спецслужб, правопреемники Комитета госбезопасности. Правда, региональная ФСБ делит здание с прокуратурой республики. Замечательная экскурсия. Вообще очень вдохновляет. По-новому смотришь на город, получаешь новую информацию, узнаешь о новых событиях, о прошлых событиях, которые были в Уфе. Я очень много из этой программы озвучено сегодня знала, но в том числе и много новых историй почерпнула, особенно из дореволюционной жизни Уфы. Еще одна остановка в экскурсионном маршруте ГКЗ «Башкортостан». Концертный зал, возведенный в честь добытчиков черного золота, раньше назывался Дворец культуры «Нефтяник». Панно «Слава нефтяникам» из оникса, лазурита, яшмы, змеевика и мрамора сохранилось до сегодняшнего дня. Сейчас, вон, смотрите, да, современный уже вообще без деталей. Просто коробка и облицована стеклом или фасадными материалами. А раньше как было? Мы же проехали, видели, как из кирпича, из мрамора, из гранита, из армянского туфа облицовка была. Уфимский дворец спорта, конечно же, еще одно значимое сооружение для столицы Башкортостана. Построенный в 1967 году объект на протяжении 40 лет оставался крупнейшим в республике крытым спортивным сооружением с искусственным льдом. А для болельщиков уфимского Салавата Юлаева, как собственно для клуба, это место имеет особый смысл. На этом льду хоккейная дружина из Башкортостана добивалась больших побед. Руслан Батыргареев, Артур Хуснуддинов и Рустем Галямов. Итоги недели. Администрация столицы сообщает, что в дни празднования 450-летнего юбилея будут несколько участков, где ограничат движение автотранспорта. Так, часу ночи 30 августа до часу ночи 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда. 31 августа с 19:00 до полуночи закроют участок проспекта Октября от Южного проезда до Северного проезда. В этот же день с 17:00 до полуночи будут перекрыты улица Первомайская от машиностроителей и коммунаров, улица машиностроителей от Интернациональной до Черниковской, улица Орджоникидзе от машиностроителей до Хакимова. 30 и 31 августа с 17:00 до 24:00 перекрываться будет улица Заки-Валиди от Гафури до Аксакова. Период действия ограничений, схемы движения маршрутов общественного транспорта будут изменены.
Мировые звезды, шедевры классической музыки и 65 тысяч зрителей. В Уфе на протяжении 3 дней шел фестиваль «Романтика осени». Масштабное событие прошло в преддверии 450-летия столицы республики. Перед уфимцами и гостями города выступил Денис Мацуев, братья Абдразаковы, приглашенные артисты из Узбекистана, блистающие на мировых сценах. И все это в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра республики под управлением маэстро Дмитрия Крюкова. Подробнее в следующем материале. Романтика осени хоть и проходит в августе, но погода явно уже живет сентябрем, словно оправдывая название фестиваля. Потому и зрители пришли не с пустыми руками. Дождем публику было не напугать. В этом они схожи с мэтрами классической музыки. Матч, как говорится, будет в любую погоду. На сцене у меня всегда горячие руки. Совершенно завораживающее зрелище. Движение рук одного из самых виртуозных пианистов в мире. Тут уже небольшое преимущество было у зрителей телеканала БСТ, которые могли в деталях разглядеть выступление мэтра. Денис Мацуев вместе с Академическим симфоническим оркестром республики исполнил самую знаменитую русскую классику. Музыка, которая на 2 Олимпиадах представляла российских спортсменов. Концерт Чайковского номер 1. Несмотря на то, что я играю его бесконечно долго, с 13 лет я первый раз сыграл его в своем родном городе Иркутске. Играл, может быть, его больше 300 раз по всему миру неоднократно. И в чем гениальность этой музыки? Когда ты выходишь на сцену, ты понимаешь, что каждый раз, вне зависимости от того, сколько бы ты ни играл эту гениальную музыку, ты выходишь как первый раз. Уфа для меня, особенно в последние годы, стал очень родным местом. У меня здесь очень много друзей. В первую очередь, конечно, мой любимый оркестр. Герой абсолютно вот за последние годы, взлетев на этот Эверест, и не собирается останавливаться. Когда солнце зашло, на сцену вышли звезды. Золотые голоса исполнили и оперные партии, и народные песни. В исполнении Эльдара Абдразакова публика услышала и 2 композиции из репертуара Федора Шаляпина. Еще одно имя из мировой музыки, которое тесно связано с Уфой. Если для Дениса Мацуева Уфа стал родной, то для Эльдара и Оскара Абдразаковых она таковой является по рождению. И манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет, не встречал бы нас, не страдал бы так. У нас есть прекрасный оперный театр, у нас большой репертуар в оперном театре, у нас прекрасный симфонический оркестр, прекрасный дирижер Дмитрий Крюков, который из оркестра выжимает все соки, и они прям действительно очень здорово играют. Знаете, когда во мне течет башкирская кровь, то от нее не избавиться. Я всегда помню о своем родном крае, о том, где я родился, и о тех корнях. Я несу, наверное, тот флаг, то знамя, которое мне дали мои предки. А во второй день фестиваля всех удивил народный артист Узбекистана и Башкортостана, всемирно известный бас Дженисбек Пиязов. Он исполнил любимую многими песню «Кышкы романс» и легендарную композицию «Шаймуратов генерал». Когда у меня спросили репертуар, я сразу сказал, Шаймуратов генерал я должен спеть, потому что площадь Советский, еще памятник Шаймуратова генерала, перед памятником спеть для меня очень большой честь. Поэтому с удовольствием я, когда вызывает меня Башкортостана, постоянно я говорю «да». В течение 3 дней в историческом центре столицы звучали шедевры классической музыки. Для музыкантов и артистов выступать на открытых площадках без привычной акустики – это особая сложность. Потрясающее культурное событие. И я счастлив, что жители Уфы и гости нашей столицы могут прикоснуться
к великой музыке вот в таком открытом, свободном формате. Мы все благодарим главу Республики Башкортостан. На самом деле, надо честно признать, что и была его идея изначально проведения фестиваля. В заключительный день фестиваля выступил легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением маэстро Дмитрия Крюкова. Звучит подлинно музыка с большой буквы, неформально, такая не поверхностно-патриотическая, а глубокая, с которой ассоциируется сама Россия. Глинка, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский и Рахманинов. Это нечто такое, о чем невозможно кричать на показ. Вот я патриот, я люблю свою страну. Это то, что не произносится вслух, но то, что каждый человек внутри себя чувствует глубоко, то, что с детства, с самого надо прививать. Фестиваль проходит второй год, но уже притягивает гостей из других регионов. Мы приехали на этот фестиваль специально из Перми для того, чтобы увидеть шедевральное выступление оркестра уфимского. Но оказалось, что помимо оркестра здесь потрясающие солисты были, о которых мы, к сожалению, раньше даже не слышали, потому что у нас в городе они никогда не выступали, и мы были поражены их творчеством и талантом, и их выступлениями. Это просто что-то невероятное, потрясающий шедевр. Слушателем эти дни был Ирати Хабиров. Музыкальными шедеврами глава Башкортостана наслаждался вместе с семьей, покинув их лишь для того, чтобы выйти на сцену и вручить государственные награды башкирским музыкантам и приглашенным артистам. Очень здорово, что, несмотря на непростое время, вот здесь вот звучит классическая романтическая музыка. Потому что, чтобы не было, самое главное в нашей жизни – это любовь, семья, любовь к своей родине, уважение друг к другу и самые лучшие добрые мысли. Более 65 тысяч человек насладились живым исполнением. Площадку слушателей не покидали до последней ноты. А каждый вечер с заходом солнца раскрывалось и название фестиваля «Романтика осени». Классическую музыку не обязательно понимать, ее достаточно чувствовать. В этом и есть ее сила – сквозь века все так же попадать в сердца людей. Анастасия Чебаева, Роберт Влетбердин, Артур Ханов, Шамиль Каримов. Итоги недели. Далее в эфире программы «Республика Лайв». В этом выпуске в деталях о запуске межпоселкового газопровода в Кармаскалинском районе, а также встрече полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с активистами в межвузовском студенческом кампусе. Подробности через несколько минут. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. До свидания.